Сложно ответить. Если бы не было в Чечне войну, ее, наверное, придумали бы наши руководители в другом регионе. Тогда, после развала СССР, эта война, наверное, нужна была, во всяком случае, не нашему народу, а тем, которые, значит, заправляли эту войну и делали на нем политику и бизнес. Это был мятеж, мы знали о нем. В 92 году, в 93 году там резали русских. Федеральная власть действительно... Неправда. Это правда. Не надо. Дима, в Чечне вообще не был. Проезда, наверное, было. Огромное количество русских людей бежало оттуда. Практически русская община, которая была около 350 тысяч человек, она была практически выгнана, изгнана оттуда. Поэтому в 1994 году, конечно, попытались найти решение этой проблемы, нашли абсолютно неадекватное решение этой проблемы. Но я считаю, что корни терроризма, безусловно, уходят в мятеж, который появился на территории Чечни. Другое дело, что этому мятежу способствовали неадекватные, иногда даже провокационные действия Ельцина и его окружения. Это точно. В 1991 году чечено-ингушская законная власть была свергнута незаконно Кремлем. Будучи председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов приехал в Грозный и сказал: если ты не уйдешь, Завгар, я тебе железной клеткой увезу. Свергли законную власть, отдали все оружие, которое было в Чечне, и чеченцам сказали: возьмите, что хотите. Все. Оружие, продовольствие, что хотите. Там воинские части были. Сотни тысяч оружия, стволов оставили, технику оставили. И сказали: все, чеченцы, живите. А потом прошло 3 года, а нет, тут надо порядок наводить теперь. Конституционный. Вели войска. В 96-м порядок якобы не навели, войска вывели, опять оставили Чечню. Поэтому президент России правильно говорит: народ не виноват. Народ отдан был бандитам на откуп. Народ. Корни не там, корни надо искать здесь.